Другим событием завершился очередной 59-й навигационный сезон в городе Ленске. План по грузопереработке выполнен более чем на 111%. За последние 4 года это самая продуктивная навигация, переработан рекордный объем грузов. Все подробности у нашего коллеги Сергея Евсюкова. 172 дня напряженной круглосуточной работы. Именно столько времени продолжалась нынешняя летняя кампания. Она стартовала 4 мая и завершилась 22 октября с отходом последнего судна, которое уходило уже во льдах. Трудности были. Река капризничала, мелела в верховьях, суда шли с неполной загрузкой, но результаты труда портовиков и вкупе со всеми подразделениями Алроса оказались продуктивными. План навигации выполнен более чем на 100%. Фактически за навигацию силами и средствами Ленского речного порта переработано 432,8 тысячи тонн. При плане 387,2. Это 111,4% выполнения планового задания. Главный контрагент порта – Управление материально-технического снабжения компании. На долю этого предприятия пришлось наибольшее количество грузов – более 335 тысяч тонн. Остальные объемы выполнены для сторонних организаций, которые не всегда были последовательны в поставках. Тем не менее, общая динамика переработки грузов за последние 4 года положительная. В 2011 году общий объем переработки был 386,1 тысячи тонны, в 2012 404,9 тысячи тонны, в 2013 376,3 тысячи тонны, в этом году составил 432,8 тысячи тонн. Выросла в этом году и среднесуточная переработка флота. За эти и другие показатели начальник Ленского речного порта Игорь Закирко поблагодарил коллектив. Поздравил речников с успешным окончанием навигации и заместитель директора производственного управления «Алмаз-Нортранс» Евгений Давыденко. Я также поздравляю вас с окончанием навигации, за хороший труд, за труд без нарушения охраны труда и техники безопасности. Работа была организовано, рейда в принципе не было, каких-то перепадов к чему-то плохому, хорошему тоже не было, шло ритмично, стабильно. Также Евгений Давыденко поздравил коллектив с Днем работников автомобильного транспорта. И неспроста. Ленские автомобилисты и портовики работают в тесной связке, что в итоге дает высокие производственные показатели. А водители порта являются одними из лучших в управлении. Это подтвердили результаты недавно проведенного конкурса профмастерства. 3 третьих места. Победителям вручили ценные призы и денежные вознаграждения. Не остались без внимания и виновники торжественного собрания. По итогам навигации лучшие работники отмечены благодарственными письмами и поощрениями.